Читаем парламентскую газету от 4 мая 2017 года под номером 16. Статья «Бездетных попытались обложить налогом». Идея ввести налог на бездетность для обеспеченных россиян принадлежит заместителю председателя Мосгордумы, актеру Николаю Губенко. «У нас достаточно большое количество имущих людей в Москве», пояснил вице-спикер столичного парламента на заседании комиссии по социальной политике и трудовым отношениям. Почему не обложить их налогом на бездетность? Вот вам реализация национальной идеи в сохранении, сбережения и умножения нации. Пусть это будут копейки, но эти копейки можно направить на потребности многодетных семей. В каком-то смысле Николай Губенко вспомнил хорошо забытое старое. В СССР с 1941 года действовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетная замужняя женщина от 20 до 45 лет были обязаны отчислять 6% зарплаты государству. От налога освобождались только те, кто не мог завести ребенка по состоянию здоровья. Член Комитета Государственной Думы по международным делам Виталий Милонов, «Единая Россия», считает, что существовавший в советское время вычет теперь будет выглядеть нелепо. По мнению депутатов, современной России не хватает пропаганды того, что не иметь детей – это стыдно. Пока будешь зарабатывать на всевозможное благо жизни, станешь старым и никому не нужным. Будешь сидеть с котиком и с кустом герани и плакать, добавил депутат. Издевательством над населением назвал инициативу московского парламентария первый зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, ЛДПР. Если мы хотим пополнить бюджеты, то нужно менять концептуально-экономическую стратегию, предлагает он. Такой налог может нанести больше вреда, чем привести к позитивным изменениям, полагает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина. Не стоит забывать, что сегодняшняя молодежь имеет свои представления о создании семьи, в которой хотелось бы иметь детей, пояснила сенатор. Наказывать людей за то, что они либо нездоровы, либо стремятся к ответственному родительству, по меньшей мере несправедливо. Идею Губенко вряд ли поддержит в Федеральном собрании, уверена первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Канонова. Бездетность – это зачастую беда людей, которые хотят, но не могут иметь детей, сказала она. И облагать этих людей каким-то еще налогом мало того неправильно, это даже не гуманно. По данным Минздрава, в 2016 году диагноз бесплодия имели 280,6 тысячи женщин и 42,2 тысячи мужчин. Приоритетом является создание механизма такой поддержки государства, который позволит развивать семью, считает член того же комитета Татьяна Кусайко. Если брать чисто медицинскую сторону, то не имеющие детей люди уже в известной степени дискриминированы, и дополнительные финансовые обременения вряд ли дадут позитивный эффект, отметила законодатель. Статью подготовил Дмитрий Гончарук. Специально для рубрики «Читаем газеты» Олеся Григорьева.